Привет! Каждый из вас наверняка когда-либо слышал о женском футболе. Но не каждый знает, что женский футбол стартовал в Англии как Кубок женских оборонных заводов. И сейчас мы пойдем встретим Зибо Гасымову, которая не понаслышке знает об этом виде спорта. Зибо, расскажите нам, пожалуйста, как вы пришли в спорт? Насколько я знаю, это желание было осознанным. Я пропитана была спортом с детских лет. Это я не побоюсь вот этого сказать. Раньше, вот сейчас сравнить время и наше то время, когда эпоху Советского Союза, дворы были другие. Вы понимаете, единственный досуг у ребенка было это выбежать во двор, где твои вот эти были соседи, твои одногодки, мальчики, девочки, разницы не было. И вот у меня это была очень больная тема. Меня теряли во дворе. Я могла убежать утром, и меня могли с милицией искать. Даже был такой Вы факт. были таким сорванцом? Да, я была сорванцом. Да, вот, к сожалению, к счастью, не знаю. И, в принципе, я уже знала, что, не с маленьких таких лет, но где-то в 5 классе я уже написала сочинение, кем хочу быть тренером. Но не понимала, каким, но я буду тренером. Вот это факт. Так, насколько я знаю, вы же начали с хоккея на траве. Да, к сожалению, тогда не было футбола женского. И был прекрасный такой вид спорта, хоккей на траве. Поэтому с этим видом спорта, к сожалению, я встретилась не очень рано. Где-то в 18 лет я уже окончила школу. И просто так получилось, что у меня вот есть родственница прекрасная такая. Она преподавателем была это Института физической культуры. И когда она в наш дом вошла как келин, она, значит, меня пристыдила. Говорит, а как тебе не стыдно? Ты уже такая взрослая девушка, почему ты, говорит, с мужиками играешь во дворе в футбол? А вы во дворе играли в футбол? Да, это было норма, ненормально. И вообще наша там аудитория, соседи, их это как-то по-своему занимало. Они как прикол, вот современное такое выражение, прикалывались. Ну-ка, давайте идите Зибошку позовите. Им было интереснее играть, когда в их компании была хоть одна девушка. И вот она меня как-то пристыдила. А я говорю, это мои соседи, причем тут мужчины, не мужчины. Мы же как там одна семья. В общем, как-то у меня не было таких комплексов. Она говорит, нет, займись, если так сильно хочешь, займись конкретно каким-нибудь видом спорта. Я говорю, а куда мне? 18 лет. Баскетбол не хочу, не очень высокая такая. Причем вот раньше баскетболисты сборной Таджикистана очень отличались со своими вот этими ростом. Это было совсем другое поколение, и они действительно каким-то этим критериям, волейболисты очень были высокорослые. Вы знаете, а я все как-то с таким подходом думаю, где я потяну, куда мне идти. Любила играть, знаешь, что вот игровой вид, что?
А она мне, значит, говорит, у нас есть такой вид спорта, хоккей на траве, попробуй. Первый день занятий подала такие надежды тренеру, что он как бы так уже больше его была заинтересованность меня привлечь. Он мне с таким каким-то таким этим подозрением говорит: а сколько тебе лет? Ну, нереально прийти девушке 18 лет и как-то что-то потом показать, какой-то результат. Я говорю, я вот 63-го года рождения. А он говорит, да. Я говорю, что уже поздно? Нет, ничего, говорит, давайте. Я говорю, можно первый день посмотреть, как бы, тренировочку, что это из себя представляет за вид такой. Я первый раз тоже как бы слышу его, сейчас мне интересно посмотреть, как работают другие девочки. Он говорит, ну хорошо, спросил почему-то год рождения. И на следующий день, когда я пришла, была тренировка футбол. Игровой день в хоккей на траве, футбол. И вот там, значит, это было в Манеже, стадион Фрунзе. Я помню, я там эти ворота разорвала. Я помню, где-то голов, наверное, 10-15 забила. И тогда все девочки чуть-чуть ополчились. А ну что это, ты, говоришь, что пришла сюда корову проигрывать? Спокойнее играй. И тут уже все. И тут уже тренер уже не смог вообще. Он, ну, как бы так, знаете, интерес проявил такой, что а кто ты, что ты, откуда, как тебя зовут. Обычно, знаете, как детей там готовят, в секции отводят и все остальное, а тут, значит, только на базе там дворового где-то футбола с мальчишками и раз... Я сейчас могу ответить вот на те вопросы. Тогда, может быть, это даже бы я так вам бы не сказала, но уже со своим 40-летним опытом работы я была уже готова. Я была готова. Это как раз тот вариант, когда тренера ищут таких вот девочек, мальчиков, неважно, в любом виде спорта. Вот они же ходят по школам, где-то проглядывают, просматривают. Дзюбо, получается, это самородки? Не скромненько чуть-чуть будет, да, это что-то вроде такого. Я две категории вот девочек делю на девочек, которые... Не девочек, а вообще людей. Вот, вот если он или от природы одаренный, так, или Богом награжден каким-то супер талантом, и вот есть это такое, да. Вот давайте я так от природы была так одарена. Да мы допускаем, почему нет? Расскажите, пожалуйста, как вы отбираете девочек в районах? Это вот мой опыт, мой вот этот взгляд. Каждый тренер, не только меня касается, у каждого свой взгляд на какие-то вот, ну, на вещи, да, ведь он смотрит, вы смотрите какой-то фильм художественный, вы видите вот какую-то одну, да, потом обсуждаете, рассуждаете самое. Ну, это вот этот вот наработанный годами опыт такой вот, или, может быть, сама прошла через вот это все и какие-то вот качествами обладала, что я могу проглядеть сразу ребенка, получится что-то, можно вот что-то там, допустим, добиться с этим ребенком, девочка, мальчик, разницы нету. Ну, вот это чутье, оно обязательно присутствует, оно вот есть. В первую очередь. Во вторую очередь смотришь, конечно, первый день тренировки на характер ребенка. Тоже это как-то идет такую в копилочку, ага, вот это все сопоставляешь, и потом уже делаешь такую ставочку, и уже где-то какому-то ребенку, мне не стыдно побегать за ним, пойти с родителями переговорить, убедить их, что давайте. По крайней мере, это будет неплохо для самого ребенка, поскольку у меня все-таки девочки, это такая категория, она очень капризная, так скажем. Ну, очень сложно с девочками работать. У меня обязательно диалог с родителями, обязательно. То есть в силу вот нашего менталитета все-таки существуют определенные сложности? У меня ни разу еще проигрыша не было в плане убеждения родителей, чтобы вот эта девчонка всегда получалась убеждать. Я даже, у меня чисто уже опыт даже в этом плане есть. И мне как-то доверяют родители, потом с удовольствием, как бы, допустим, отпускают.
девчонок на тренировке. А вот сейчас недавно я столкнулась с вот это единственный вот раз, когда папа непосредственно заинтересован, чтобы его девочки, 2 дочери у него, одна 10-го года рождения, другая 8-го года рождения, чтобы они непосредственно занимались футболом и каких-то достигли этих Каких-то результатов, да. Это вообще меня как-то, аж меня вот шокировало. Вот как раз хочется сказать, да, век живи, век учись. Это вообще, вот может, когда это вот как такой раз... союз, это вообще, я теперь вот прям с таким желанием, у меня вот, они тоже вдохновляют вот такие вот поступки родителей. И вот думаешь, а вот их побольше бы, если бы было бы, у нас было бы совсем все по-другому. Уровень того же футбола, показатели, результат, это все равно тоже зависит много от родителей. Вот как раз об уровне я бы хотела спросить. На сегодняшний день в каком состоянии находится женский футбол, именно таджикский? Давайте, вот когда в 2016 году меня привлекли как возглавить сборную 14-летних, и мы, значит, выступали в международном отборочном туре, мы, в принципе, до полуфинала дошли. Тогда никто не верил в такой вот результат. Это было очень большим событием. Это было вот, если так вот взять, на ровном месте, как бы мы вот собрали девчонок, ну, понимаете, вот мы проявили характер, но у нас получилось. И вот тогда, вот в 2016 году, стратегия плана развития женского футбола вышла на 5 лет. В принципе, еще время есть. Вот она, 5-летка, вот 21 год, есть. Да, вот еще есть. Создание женских лиг. Есть оно, есть. Уже 4-й сезон. Да. 21 год мы уже работаем. Да. И вот сезон 4 открылся. Вот 2-й тур будет завтра, послезавтра проводиться. То есть, вот, понимаете, если вот с этим планом наш уважаемый Рустам Эмомали непосредственно как бы вот такую стратегию выбрал. И вот если так взять, пунктики эти есть, решаются, и мы идем вперед, и у нас все хорошо. Но ведь всегда есть такие моменты и такие вещи, которые, более быстрее, что ли, результат можно дать, да? Или какие-то вещи, которые должны, более, допустим, уже хочется ставить цель большую. Не просто, вот, понимаете, вот он есть у нас, этот женский футбол, и все, а хочется результатов. Но соревнования, они тем и отличаются, да, вот, допустим, спорт от физкультуры, то, что в спорте соревнования существуют, и там должна быть обязательно какая-то ставиться цель, и мы должны побеждать, и нас награждают. Извините, звучит гимн той страны, которая на первое место, пьедестал встает. Вот хочется к этому идти, а это очень других затрат, другого внимания заслуживает и вкладов, так скажем. Чего не хватает на сегодняшний день? Это обязательно мотивация материальная уже идет. Это обязательно, вы понимаете, вот я с вами вот только говорила, студенты идут учиться, образование получают, да? Есть же поддержка со стороны государства, стипендия, такая простая вещь. Что это? Мотивация. Конечно, да? Лучше учиться. Почему этого нет у нас в футболе? Почему нет? Все знают, что такое спорт. Туда невозможно взять всех подряд. Мы берем лучших, мы отбираем. Правильно? Конечно. Ведь, извините, учебный тренировочный процесс, он состоит из таких, как вам сказать, частей, так скажем. Там такие качествами должен обладать игрок. Не всем под силу, так скажем, да, и не каждый вынесет нагрузку ту или иную. Это труд огромный. И вот удел талантливых людей, вот лень, есть такая характеристика, то мы теряем хорошую девчонку, она ленивая, ей это не нужно. Или у нее дома такая обстановочка, скажет, а что мне пыхтеть здесь, краснеть и потеть,
у меня там все есть, допустим, да, я лучше пойду и вот это, зачем мне получать лишние синяки, там, травмы, он контактный вид спорта, травматичный, извините. От мужского футбола ничем не отличается, мячи те же самые, вес мячей тот же самый, номера мячей то же самое, площадка, она для девушек не меньше, не на метр, 45 минут также играют, как и мальчишки. Какая разница? Почему на нас так вот не так смотрят? Почему обделяют, да? Ну, по крайней мере, да, чуть-чуть нас, так сказать, наши желания и вот как бы мотивация нас, то ли недоверие это больше, но, может быть, действительно, вот просто не делают ставку на женский футбол так, что вот Оянда будет, и там будет, есть, мы есть. Лига, 10 команд, высшая лига, девочки там без ограничения возраста. Ю-17, 10 команд по республике собрали. Ю-15, 15 команд. Сейчас, вот в этом 21 вот этот 4-й сезон, 15 команд Ю-15. То есть на 5 команд прибавилось. В прошлом году было 10, в этом году 15. Это большой плюс. Это, конечно, плюс, это, конечно, это работа. Понимаете, вот девочка взрослеет, сегодня вот уже 4-й сезон, это значит уже плюс 4 года, если прибавить, там, ей было 16, сегодня ей 20, если ей было 18, сегодня ей 22. А дома, вот, вы думаете, не требуют, давай там работать, ну, как минимум, ну, или, допустим, никакой спорт, давай все бросай, вот поступай туда-то, или там... зарабатывай себе деньги. Она принесет эти денежку, стипендию или что-то, она в семейный бюджет принесет. И родители, в принципе, не будут уже дергать ребенка, допустим, или там другими какими-то заботами, хлопотами. А, все, хорошо, она, по крайней мере, уже зарабатывает. Это разве плохо научить, допустим, ребенка зарабатывать? И он же понимает, что это заработанные ее деньги. Я вот хочу сказать, что вот в этом году Дильшот Джураев, он сделал 18 путевочек таких, это подарочных сертификатов Аква 55. Тренажеры. Девочки, чтобы ходили. Ну, какой, вы понимаете, для девчонок, вот они почувствовали себя значимыми хоть чуть-чуть, они почувствовали себя нужными. Ну, извините, вот ну, просто у нас времени нет туда ходить. Им дай волю бы, они бы ходили туда каждый день, но у нас свой график, своя работа, там нереально быть каждый день. Но спасибо большое. Там еще есть другой жест, более такой вот, ну, интересный для девчонок. И они это знают, и они уже, понимаете, совсем вот по-другому, что ли, вот как-то вот. То есть каждая помощь мотивирует как-то девчонок. У них какое-то вот состояние, оно изменилось, у них какое-то вот вдохновение, что ли, тоже лишний раз, вот это все, вот это влияет на девчонок. Нас не очень много, так скажем. Но максимум, если взять при хорошем раскладе, нас вот человек так 30. И взять и младшую группу, команда, Ю-15, и взрослую. Ну, мы должны здесь быть, ну, столица. Вот обращаюсь через вашу программу. Ну, просто на период сезона хотя бы поддержите девчонок. Любой они поддержки будут рады. Любой. Надеемся, что да. Кто-то нас услышит. Да, ваше заявление найдет отклик. Я за каждую девчонку переживаю, я за каждую девчонку трясусь, не дай бог, сегодня, завтра. Скажут, что все, вот там родители вот решат, вот однозначно все. И все, я же не смогу против родителей пойти, извините. То есть, а как вот такие моменты же были наверняка, когда, ну, девочка приходит и говорит, ну вот, все. Чаще всего это бывает, когда они провинятся в чем-то, в дисциплине там, у них выйдет какая-то ситуация скандальная там, или может быть что-то. Вот буквально это вчера было. Да, позвонила мне родительница девочки из вот второй команды Ю-15, говорит мне, все, Зибоховна, выгонить ее.
она больше не будет приходить. Я говорю, ну, я понимаю, что что-то случилось. Да. Ага. Она без разрешения ушла поздравить с днем рождения утром. Вот понимаете, когда ребенок идет в 9 утра, это же не страшно. Ну, не в 9 же вечера она исчезла, где я сама бы ей отшлепала как надо. Ну, пошла, поздравила там это. Пока мама спала с работы. Она проснулась и не сразу все поняла. В общем, ну, мы решили, я вчера пошла сразу по горячке, мы разобрались, что к чему, почему. Ну, потому что я тоже такие вещи не очень поощряю. Родители должны быть в курсе. Даже вот элементарно они придут, занимаются, я говорю, в первую очередь идете домой, показывайте, что вы целы, здоровы, что вы пришли, и что вы не получили нигде ничего, не этот на даже травму элементарно, потому что некоторые родители очень болезненно к травмам относятся. На самом деле, видимо, они, особенно поначалу, они, знаете, мне с такой претензией, я такая и понимала, что надо как-то их тоже убеждать, что говорить, что это невозможно, без... Бывает и так, и не всегда виноват, допустим, соперник, иногда сами девчонки как-то что-то. Ну, это, в общем, такая стихия, да. Ну, бывают такие, да, значит, приходится уговаривать все-таки родителей или конечно, разбираться. Обязательно, обязательно. Контакт есть. Всех родителей своих девчонок я знаю. И то есть здесь, если у мальчиков тренер, там только тренер на поле, да, грубо говоря, ты пришел сюда, выкинь все за бортом, а как вот с девочками, то есть они же вот со своими переживаниями, в семье там что получилось, не получилось, мама отругала, и как вы их настраиваете? Не очень много, я с мамами почти со всеми дружу. Я вот малышек возила, когда на соревнованиях в прошлом году, позапрошлом особенно, когда они только первый раз вот стали участвовать в этих соревнованиях, вот в лиге Ю-15, я брала родителей, реально. Брала родителей, и мы уезжали, и родители до Худжанда ездили со мной. Мне даже было где-то отчасти это и легче, ну, чтобы они видели. Да. И вот когда одна мама не выдержала дорогу, ее стошнило, и она, в общем, как бы, ну, приболела, это уже ненормально. И она потом руки вверх говорит, я теперь понимаю, ну, и моя дочь, что это, в принципе, это, с одной стороны, закалка, что это не так все просто, и не так, это не какая-то не романтика, поехать, лишь бы, ну, а у девочек-то первая цель поехать куда-то, у них какая-то есть своя, как бы, свой стимул, поедем туда, поедем сюда. А почему вот нет, за свой труд они тем, что они вот приходят в этот вид спорта, чего-то добиваются, они хоть пусть нашу республику изучают, вот по 9 регионах они уже есть. Пусть хотя бы посмотрят. Уже посмотрят. Я им говорю, и вот спасибо своим родителям, скажите, вы в городе, а вот посмотрите условия, какие вот здесь, а вот посмотрите, я сама шокирована была, когда мы в прошлом году оказались в Мачинском районе, я была чуть-чуть, пока мы добрались до туда, и я посмотрела просто как вот быт, чем живет, допустим, тот или иной район, и девочки, где там, сколько километров от Душанбе, играют в футбол, понимаете, это для меня, ну, до слез, да, ситуация такая вот. Ну, прям, играют, да? Играют, а потом тренеры этот шутят, ну, они у меня же хлопкоробы, все выносливые. На самом деле им все равно 40 градусов жары, жара же у нас какая. И они выходят, они борются, они хотят, понимаете, победы. Что это? Что это? Пропитанный там своими вот этими устоями, вот все, понимаете, вот это хлопок, дом. Там нету такого разойтись, разгуляться. Они, может быть, даже свободно чуть-чуть себя реализовать только через спорт могут. Больше что? Вот я так смотрю. А больше там. А больше что? Тренировать девочек и мальчиков, наверное, это все-таки немножко разный подход, да? И вот я хотела спросить, если разный подход, то значит тренеры тоже должны быть разные? Ну, это уже давайте такой из категории психологии. Угу. И все. И папы разные, да, ведь? Да. И мамы разные. Вот мы первый тур отыграли вот этого сезона, мы отыграли неважно. Ну, естественно, первая игра, она
показало, что что-то не то, что-то не этот. Естественно, чисто физически они были не готовы к первой игре. И вот мы сейчас ко второму туру решили, значит, естественно, эту чисто подготовку физическую чуть-чуть нагнать. Ну, есть, естественно, у меня своя методика. 5 дней, и, в принципе, можно их подвести к тому состоянию, уровню, к которому они были. И вот эта нагрузочка, ну, естественно, один день есть такой, вот, он сильная нагрузка. И вот мы пошли в холмы. Действительно, девочки достойно выдержали эту нагрузочку. Мы переоделись, и все, уже расходимся. И они что-то хором ко мне подошли, и ничего не с того. Зибо Холовна говорит, мы вас так любим. То есть я их там так помотала, в принципе, они должны были сказать обратное. А может быть, они какой-то у них был подтекст такой свой, что откуда ты взялась, да, такая тетя. И вы понимаете, а я такая, что я вас что-то перегрузила в чем-то или что-то такое. Ну вот на такой волне. Если девчонки понимают, если ты полностью с ними, ну, хочешь не хочешь, ты должна уже быть с ними на одной волне. Да. Ты растворяешься чуть-чуть в каждой из них. Они все разные, абсолютно. Абсолютно все разные. На одну кричи, не кричи, она вообще ничего не поймет. На другую абсолютно нельзя кричать, допустим, там, или, допустим, даже критиковать. Но планомерно каждую под общую такую эту вы их как-то выравниваете. И, естественно, еще индивидуальные подходы и тому подобное. Но у меня, слава богу, в этом плане как-то все сейчас срослось, все мы поняли. И те, которые были надменными, не принимали критику, они стали уже, они меняются. Были закомплексованные, более раскрытые стали девчонки. И мы понимаем, я вот им даже вот это просто говорю, слушайте, не сегодня, завтра, вот, ладно, это лига, это внутренний чемпионат. А вот сейчас у нас начнутся КАФА, да, центральная азиатская, да. Ну все, ну вот такое у нас сейчас состояние дел. А мы же должны достойно там выглядеть. А будете играть вы, не я. Где-то я вас, девчонки, жалеть уже не могу. Понимаете, там уже будут требования другие. Там все совсем надо показывать свой уровень так достойно. Там будет уже на нас смотреть глаза с других стран, так скажем. На вас будут на каждую смотреть. А вдруг какая-то девчонка привлечет, допустим, внимание, и, может быть, вас захотят взять. Почему нет? Почему нет? Давайте туда. И вот я их как-то вот, ну вот правдами, неправдами, но больше это, их вывожу на другой уровень. А тот уровень требует более таких, как бы, тренировок серьезных. Ну, и вот они вот это, на это вот идут, они это понимают, то есть я их могу убедить. Вот вы сказали сейчас про КАФу. Какие у вас прогнозы, какие у вас ставки на КАФу? Будет девчонкам сложно, потому что я видела уровень, даже вот по прошлому году, Ю-14 в Ташкенте проходили соревнования, где мы были хоть и третьими, но вот там Киргизия была 14 очень достойная, очень это. То есть я увидела у них очень какую-то вот, не перспективу, а как вам сказать, что они ушли далеко. Вот мы их выигрывали. В принципе, противостояние между Киргизией и Таджикистаном всегда как бы это. Да. У нас были какие-то шансы такие-то, а вот что-то проглядела я их, какой-то вот скачок вперед, у них как-то это в глаза бросилось. Ну, я знаю, что девчонкам будет очень сложно. Вот. У нас это Ю-20, все равно омолодился состав. Вот этот опыт игровой, именно международных встреч, у нас он очень небольшой. И вот здесь время покажет. Девчонки уже сейчас настроены, и вся работа, которая сейчас ведется, только вот подводится вот к этой КАФе. Вот в прошлом году, по итогам вашей всей работы, вы были признаны лучшим тренером. Что дало вам это признание? Я второй раз эту номинацию выигрываю. Вот именно
эта вот номинация мне дала, вот я ее почувствовала вот заслуженной, так скажем. Вот заслуженной в плане. Я к этой победе дошла, ну, 90%, так скажем, 90% со своими воспитанницами, теми, которых я вот с нуля собрала, укомплектовала и довела их вот именно мой вот этот набор, мой вот этот вот опыт, который как вот тренера по футболу. Меня признали даже сами тренера. Говорят, ну вот, теперь давай. Ты, ну, не хоккеистка ты, да, вот теперь да, вот, ты вот вроде только вот оправдала, давай, в нашу гильдию, добро пожаловать. Там тоже свои интриги, особенно мужчины, они любят, а что она сделает, да, тренер по хоккею на траве, что может сделать? Такой вызов. Было такое, конечно, обязательно. Ревностно относятся. А как вообще получилось, Зибо, что вы, ну, скажем так, грубо поменяли клюшку на мяч? Ну вот когда начались у нас эти события, которые вот конституционный наш строй нарушили, это 90-е лихие, да, вот тогда, вы знаете, ну вообще спорт это вообще он забылся на несколько лет там вперед, и когда, а я, знаете, вот что умею делать хорошо, только это, и мне интересно только этим заниматься. Я все так наивно ждала, вот сейчас все это вернется на круги своя. Вот сегодня это вот такое событие, там стреляют, завтра сейчас все будет, все утихнет, все опять будет как раньше. Ну, естественно, все поменялось. И вот эти приоритеты на вот эти виды спорта тоже поменялись. Это определяли, ну, естественно, руководители олимпийских вот этих комитетов, спорткомитетов. И чуть-чуть какие-то виды спорта на второй план ушли, какие-то вышли наоборот на какие-то вот эти вот передние планы, там, перспективные виды спорта. Реально делили их. И я понимала, что все, хоккей. Ничего от него не осталось, нет. И я, когда в свое время билась, все ходила, все хотела, как это так, мне прямо говорили, он не приоритетный. Уже этот вид спорта, ничего хорошего из этого уже не ждите. Ну, по крайней мере, ни сегодня, ни завтра. Так, образно. И в 2003 году, я не могу, мне что-то надо делать, мне надо работать, я вот это движение, вот это дети, все это я реально, мне это скучно, я не хотела ни переквалифицироваться ни на какую другую сферу деятельности. Вот это мое, это я хочу делать только это. И в 2003 году обратились ко мне вот, тренера, кто меня знал, кто вот, это же все равно как-то вот это вот контакты, мы друг друга знаем, это тоже свое общество, да, спортивное, они же, ну вот как во всех сферах деятельности вот, знают, чего ты стоишь, и предложили, давай попробуй девочек футбол. Я в 2003 году категорию С отучилась, это международная такая вот семинар, прошла его, все успешно это самое. Попыталась, но было очень сложно, там еще само наше общество было не готово, и я не смогла что-то такое вот поддержку найти в той мере, которая вот, допустим, сегодня она есть. И в 2016 году уже еще раз обратились ко мне, у вас категория С есть, давайте попробуем. Вот сборную девочек, Ю-14, женщина тем более. Есть условия, которые даже АФК, допустим, какие-то выдвигает, что обязательно женщина должна. Может быть, этот фактор меня как-то заставил наших мужчин, так скажем, которые, ну, представляет там ту или иную федерацию, обратить внимание, что вот есть женщина, которая работает с девчонками, нужна женщина, у нее есть категория С, и привлекли. Я быстренько отучилась еще опять на курсы, лишний раз доказала, что я дееспособна и тому подобное. Уже категорию Б я получила и взялась за дело очень, знаете, я была как голодная, что ли, на работу. Я с удовольствием большим за это дело взялась.
все получилось. Что вы можете сказать вот сейчас тем девочкам, которые сидят по ту сторону экрана и мечтают заниматься вот этим самым женским футболом, и даже, может быть, их родителям, что вы можете сказать? Ой, это вот такая тема, которая, если меня услышат родители в первую очередь, конечно, я буду благодарна им. Пусть они просто чуть-чуть подумают, что такое жизнь вообще. Что короткий жизненный век, не только спортивный, он очень короткий. Вчера мне было только вот столько-то, сегодня я уже ближе к пенсии, допустим, да, ну все. А ведь на сегодняшний день я вспоминаю только вот тот период, когда я играла, когда я защищала честь республики, когда мы вставали на пьедестал. Ну, правда, мы были вторыми, но это было такое признание. Это был исторический факт, который обязательно зафиксирован где-то в истории таджикского спорта. Хоккейная команда была вторыми, серебро заняли. Молодежные игры 1983 года, извините, 15 республик нашей страны, мы были вторыми, Москва стояла на третьем месте. Первыми были команда Узбекистана. Это осталось, нас поощрили тогда путевками в Венгрию, социалистическую республику. Это было тогда, по тем годам, вы извините, как будто мы в какой-то другой мир попали. Но это вот ваша история жизни. Вы потом будете вот так вот сам на сам, или в семейном кругу что-то передавать своим внукам, своим, допустим, детям, ну, дай бог, правнукам. Жить интересно, во-первых. Жить просто интересно, разнообразить свой досуг, быть более уверенными в себе – это спорт, закаленными, работоспособность – это спорт. Ну, новое, неплохое общество девчонок, где кто футболом, там, допустим, занимается, круг подруг – это спорт. Ну, не все же тащить со школьной скамьи или там студенческая скамья, это тоже хорошо. А развитие вот этого кругозора своего – это спорт. Ну, почему? Что в этом плохого? Вот, товарищи родители, про это подумайте. Спасибо вам большое еще раз за ваше откровение, за вашу открытость, которая меня душевно действительно поразила. Мы вам были очень рады. Спасибо вам еще раз за ваше найденное время. Спасибо, что пригласили, напоили кофе. Дорогие телезрители, у меня на этом все. У нас была Зебо Гасымова. Отдавайте своих детей в спорт. До свидания.